23 февраля 1944 года. Это трагическая дата, история чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков, крымских татар и многих-многих репрессивных народов, которые предательски были сдернуты сталинской кликой со своего мирного проживания, тогда, когда их братья, сестры, сыновья, неважно, все, кто мог защищать общую родину, тогда защищал на фронтах Великой Отечественной войны, эти люди были сорваны с места и отправлены в Сибирь, Казахстан, Киргизию. И здесь, в Хайбахе, это Хайбах, Каланчевский район, тогда Чернигушская ССР, произошла самая, наверное, яркая трагедия тех времен. Здесь, на этом месте, в конюшне имени, будь он проклят, наследию Берия, были собраны жители наши, больше 700 человек, загнаны в конюшню и сожжены по приказу полковника Гвишани, да будь он опять же проклят, вместе с Берием, Сталиным, со всеми приспешниками сатаны. И когда люди выходили, они просто расстреливали из пулеметов. И те люди, которые здесь еще остались в горах, не были здесь, они перезахоронили некоторых туда, на этот холмик, с этой оградой покоятся кости тех, кто были здесь убиты, сожжены. И после возвращения в 1957 году чеченцев снова пустить в горы власть не захотела советская. И так эта тема была предана забвению. Тем не менее, мы этого не забыли и будем это помнить вечно. Сегодня мы с Рамзаном пришли сюда, чтобы лишний раз засвидетельствовать свое почтение этим душам, которые ушли, наверное, за всех нас, за наше светлое будущее, которые взяли на себя всю жестокость советской власти. Ну и те, что ушли, в подавляющем большинстве, к сожалению, не выжили. И в 2013 году наша группа «Неизвестная Чечня», здесь экспедиция, приходила сюда. Тогда еще не было дорог, делались определенные религиозные обряды, посвященные этим погибшим здесь. И вот эта башня является свидетелем вот этого кровавого акта со стороны советской власти. Это одна из многих башен, которая, по сути, сохранилась до сегодняшнего дня, но была взорвана ударом ракеты с самолета в 2006 году, тогда, когда уже боевых действий, по сути, здесь не велось. И сейчас мы видим уже восстановленную башню. Она уникальна тем, что там крестовый свод, таких башен немного в Чечне. Она является свидетелем. Наверное, летчик не захотел видеть живым свидетеля жестокости его предков. Я уверен, что он был один из потомков либо Сталина, либо Берия, либо Гвишани. Вот такое вот трагическое место. Уже недавно сделали здесь этот монумент. И с этим камнем работал непосредственно Юрий Спайнов, который, наверное, в каждый камень вкладывал, уверен, мысли о камне лучше, чем кто-либо умеет записывать мысли, записывать память. Если вам хочется что-то узнать, просто в любой местности можете взять камень, послушать его, он вам расскажет, как и мы в 2013 году сидели долго, молча, прижавшись к этим стенам. И, по сути, эти картины здесь вырисовывали. Весь этот ужас до сих пор витает здесь, над этими горами, холмами. И недавно, когда вот все это строилось, хазары и друзья наши находили здесь, опять же, много костей, в том числе и детские кости были. Есть фильм, в прокат он, к сожалению, не вышел, называется «Приказано выжить». В Ютубе он есть. Вы посмотрели этот фильм, можете получить какую-то картину того, что здесь происходило. Сейчас же мы с Рамзаном... Рамзан приехал с Франции, и в первый же день мы сразу же поехали в горы, чтобы сделать зиярат в память о трагедии, которая здесь произошла. Да пребудут души ваши в раю, и да будут прокляты сатана, все его приспешники в лице врагов
нашего народа во все времена. В частности, Сталин, Берия, Гвишани и все другие. Все, кого мы знаем и не знаем. И проклинаем всех тех, кто является врагом мира и мирных людей во всем мире.